В этом году исполнилось 100 лет со дня образования Татарстана, но многие люди не знают, какие события именно предшествовали этому событию. И в первую очередь стоит отметить, что образование Республики Татарстан это был не одномоментный процесс, этому предшествовало несколько лет длительной борьбы за реализацию права татарского народа на свое самоопределение. Впервые вопрос об образовании территориальной автономии был поднят в 1917 году, а именно на Первом мусульманском съезде, проходившем в мае 1917 года в городе Москве. Там представители разных мусульманских народов как раз заявили о том, что должны быть территориальные автономии и должна быть национально-культурная автономия. Один из первых идеологов именно территориальной автономии был известный татарский писатель Галимжан Ибрагимов. Он был на тот момент лидером партии татаро-башкирских левых эсеров. Сам был он родом из города Уфы. И вот как раз он был одним из первых идеологов именно в татарской среде, кто продвигал идею о том, что необходимо именно территориальное образование. По его проекту предполагалось, что будет 5 таких штатов. Это штат Идель-Урал, штат Туркестан, Северный Кавказ, Крым и так далее. Кроме него также был другой проект, это проект национальной культурной автономии, который двигала, скажем так, старая татарская интеллигенция, старая татарская элита в лице Гаяза Исхаки, Садри Максуди и остальных. Они считали то, что татары и татары-башкиры в том числе разбросанный народ, которых нельзя сконцентрировать на одной территории, и поэтому самым лучшим вариантом для реализации права на самоопределение будет национально-культурная автономия. То есть в тех местах, где компактно проживают татары и башкиры, предполагалось организовать органы национально-культурной автономии, которые занимались бы вопросами образования, культуры, какой-то внутренней религиозной жизни, ограничиваясь именно вот этими сферами, не вторгаясь в сферу государственного управления. Но, тем не менее, вот эти два проекта между собой конкурировали, и это продолжалось в течение всего 1917 года. В июле 1917 года прошел второй мусульманский съезд уже в городе Казани. Там как раз было решено строить национально-культурную автономию. В конце августа 1917 года образовалась комиссия по созыву Милли Меджлиса, это национального парламента татар и башкир, которая переместилась в город Уфу. Осенью прошли выборы, а в ноябре 1917 года как раз состоялось, а именно 20 ноября 1917 года состоялось первое заседание национального парламента Милли Меджлиса. Милли Меджлис представлял собой парламент, который состоял из 100 депутатов. Каждый депутат избирался от 50 тысяч избирателей. В этом парламенте было как две фракции, это условные, даже не условные, такие конкретные названия. Это первое Түркшілер, или автономисты, как их звали по-другому. Как раз они представляли ту группу сторонников национальной культурной автономии, то есть группу Садри Максуди, Гаяза Исхаки. И была вторая группа, это Туфракшилар, или территориалисты, как их звали по-другому. Это как раз была группа, которая придерживалась позиции писателя и политического деятеля Галимжана Ибрагимова. Во фракции Туфракшилар состояло 35 депутатов из 100. И вот это, несмотря на то, что эта фракция была менее многочисленной, нежели фракция федералистов, тем не менее, 29 ноября 1917 года национальный парламент в городе Уфе, он принимает исторически важные решения о создании штата Идель-Урал, который в некоторых источниках также называется как Идель-Уральская республика. Была образована комиссия, комиссию возглавил Галимжан Шараф, который, забегая вперед, скажем, в будущем также участвовал в разработке проекта Республики Татарстан, разрабатывал границы Республики Татарстан и так далее. И эта комиссия как раз занялась проектом строительства этого штата. Предполагалось, что в этот штат войдут территории современной Республики Татарстан, Башкортостан, Оренбуржье, Самарская, Ульяновская области, Чувашия, Мариэл, Удмуртия и так далее. То есть вся территория Идель-Урал, то есть Урало-Волжского региона. Предполагалось, что в этом штате примерно чуть больше 40% населения будут составлять татары-башкиры, чуть меньше русские и остальные народы Волго-Уральского региона. Также предполагалось, что основой управления этого штата будет парламент,
котором депутаты будут избираться по квотному принципу. То есть каждая национальность, в зависимости от ее численности, определялась определенная квота депутатов. То есть фактически это была парламентская республика федеративного типа. То есть это была не совсем национальная республика, а именно федеративного типа. Их можно сравнить, эту республику, наверное, с более поздней возникшей республикой Туркестан, Туркестанской Советской Республикой, или с самим РСФСР. Но этому проекту было не суждено сбыться. В конце, как раз в конце 1917 года, как мы знаем, произошла Октябрьская революция. И как мнение внутри вот этого национального парламента по отношению к советской власти разделились. Большинство вот этих территориалистов, туфракчылар, они выступали за опору на советскую власть. Напротив, федералисты в лице Садри Максуди и Гайза Скаки, они были противниками советской власти. Это как раз стало одной из причин того, почему штат Идель-Урал так и не был реализован. Вторая причина была в том, что другая сила, скажем так, это организация Харби-Шуро, некий прообраз татарской национальной армии, руководителем которой был известный татарский политический деятель Илья Салкин. Забегая вперед, скажем, что он был еще и начальником штаба башкирских войск в будущем. Так вот, он, взяв на себя ответственность за создание штата, перевез вот эту комиссию по строительству штата Идель-Урал из Уфы в Казань. Хотя первоначально, как я говорил, предполагалось, что именно Уфа станет столицей штата Идель-Урал. Тем не менее, вот эти органы Харби-Шуро, они были разогнаны в феврале, даже в начале марта 1918 года, которые тоже также выступали за реализацию вот этого проекта штата Идель-Урал, а провозглашение штата Идель-Урал предполагалось с 1 января 1918 года. Но те люди, которые стояли за проектом штата Идель-Урал, после вот разгона органов вот этого штата Идель-Урал и Харби-Шуро, выпустили второй проект, уже с опорой на советскую власть, а именно проект Татаро-Башкирской республики. Ее разработчиками был Мулла Нур-Вахитов, вот упомянутый нами ранее Галимжан Ибрагимов, и также в комиссию по созданию вот этой республики был включен и Шариф Манатов, как представитель башкирского народа. Эти три человека как бы стояли за этим проектом. По этому проекту предполагалось, что в этой территории Татаро-Башкирской республики будет достаточно большой, то есть территория нынешнего Татарстана, Башкортостана, а также территории компактного проживания татар и башкир. В отличие от Идель-Урала, это была уже именно подлинная национальная республика. И, в принципе, можно сказать, что проект Татаро-Башкирской республики, он был гораздо более жизнеспособен по сравнению со штатом Идель-Урал. То есть он больше отвечал чаяниям вот этих народов, татар и башкир, на реализацию своего права на национальное самоопределение. И также, учитывая, что здесь татар и башкир составляли бы большинство населения в этой республике, реализовать это право было бы, в принципе, намного удобнее. Но проекты штата Идель-Урал и Татаро-Башкирской республики, они встретили неоднозначное отношение среди башкирской элиты. В частности, в конце 1917 года в городе Оренбург был созвана башкирская Курултай, на котором было избрано башкирское правительство, и ее лидер Ахмед Заки Валиди, точнее один из лидеров, на тот момент все-таки лидером был Шариф Манатов. Они выступили достаточно, ну, скажем так, они выступили против проекта штата Идель-Урал и достаточно скептически отнеслись и к проекту Татаро-Башкирской республики, но стоит отметить, что такие настроения, они были характерны не для всего башкирского общества. К примеру, были вообще сторонники именно национальной культурной автономии, противники территориальной автономии среди башкир. Это, к примеру, Курбан Галиев, представитель челябинских башкир, он выступал против Ахмед Заки Валиди и вообще против Башкирской республики. Также были те депутаты, те башкиры, которые хотели также проекта и выступали за проект штата Идель-Урал. К примеру, одним из сторонников проекта штата Идель-Урал был Халиков. Это первый муфтий, первый будущий муфтий Башкортостана. Он был как раз в числе депутатов национального парламента Милли Меджлиса в Уфе и состоял во фракции Туфракчылар. Тем не менее,
представители Башкирской республики частично были вынуждены согласиться с проектом Татаро-Башкирской республики, но реализация этого проекта помешала, во-первых, начавшаяся в середине 1918 года гражданская война, и затем весной 1919 года советская власть официально признала башкирское правительство и Башкирскую республику, и восточные территории, которые предполагалось включить в состав Татаро-Башкирской республики, на этой территории организовалась отдельная Башкирская республика или Башкурдистан, лидером которой как раз был всем известный Ахмед Заки Валиди. И окончательно именно в конце 1919 года, а именно в декабре месяце, постановлением советских властей было принято о том, что проект Татаро-Башкирской республики закрывается. В принципе, можно сказать, что проект Татаро-Башкирской республики, он был наиболее первым и самым главным предшественником образования Республики Татарстан. Это раз. Во-вторых, можно сказать, что это был наилучший проект по реализации права татар и башкир на свое национальное самоопределение, так как он снимал бы многие те национальные проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед народами Республики Башкортостан, а именно перед татарами и башкирами. И, наконец, в-третьих, можно сказать, что в случае реализации вот этого проекта Татаро-Башкирской республики, она в будущем обязательно превратилась бы в союзную республику, потому как это была достаточно большая территория, многочисленная по своему населению и имела внешние границы, именно выход на другие территории, а именно в будущем на территорию Казахстана. То есть соблюдались бы все необходимые нормы и предписания для организации на территории Татаро-Башкирской республики и превращения Татаро-Башкирской республики в союзную республику. Забегая вперед, скажем, что именно по причине малой территории и отсутствия выхода к границам послужили такими формальными основаниями для не включения Республики Татарстан в будущем в состав союзных республик. Она вплоть до 1990 года оставалась в числе автономных республик, которые обладали гораздо меньшим статусом, положением и правами среди других национальных республик Советского Союза.